Здравствуйте! Второй день в Якутске продолжается городской конкурс молодых учителей. О планах и надеждах его участников сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте! В четверг после обеда 320 студентов Якутска вышли на уборку улиц столицы республики. Это не благотворительная акция, а настоящая работа. По договору с властями каждый студент обязан отрабатывать в течение 1,5 месяцев по 4 часа ежедневно. Оплачиваться труд студентов будет из расчета 50 рублей в час. А вот подросткам за такую же работу за 1 час будут платить 19 рублей 30 копеек. Это я имею в виду волонтерские отряды во время летних каникул. Да, именно такой размер почасовой оплаты в четверг установила межведомственная комиссия по организации занятости подростков. Да. Хотя и это немало, это на 13% больше, чем в прошлом году. Да, ну и несмотря вот на такое повышение, в общем-то, желающих достаточно много поучаствовать в летней трудовой четверти на уборке столицы нашей республики. Ну, по крайней мере, уже подали заявки такие школы города, как 7, 17, 20, 23 и 27. Ну и запись, в общем-то, продолжается. Запись эта ведется и в школах, и в Ассоциации социальной помощи подросток тоже. Якутские школьники знают историю Москвы лучше многих москвичей. Из Москвы вернулась команда школьников Якутска, участников ежегодного конкурса на знание истории столицы России «Нить времен». Якутянам пришлось нелегко, против них выступало 80 команд Центрального административного округа. Несмотря на такой прессинг, прямо скажем, да, наша команда все-таки умудрилась каким-то образом занять 6-е место. В общем-то, москвичи были приятно удивлены такому успеху. А наши земляки вернулись с твердой уверенностью устроить аналогичный конкурс по истории Якутска. Продолжит подборку новостей криминальные сообщения. За сожительство с несовершеннолетней ученицей 9 класса Алекминский суд приговорил жителя одного из сел Улуса к условному наказанию в 1 год. Но, пожалуй, самое поразительное во всей этой истории в приговоре, в частности, это то, какая была мотивировка. Да, такой мизерный срок судья мотивировал молодостью преступника, ему всего 23 года. Всего-навсего. А также раскаянием. Еще в приговоре говорится о испытательном сроке в 1,5 года. Но, видимо, это как раз тот срок, в течение которого этот преступник больше не должен попадаться на месте преступления. Тем временем заместитель прокурора Якутска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 2 жителей столицы республики в нападении в конце года на киоск-остановку «Верес». Для отвлечения продавца мужчина-грабитель попросил показать пельмени. Когда женщина отвернулась, он напал на нее с кухонным ножом. Тем временем его подельница похитила из кассы 24,5 тысячи рублей. Покидая место преступления, грабители прихватили также товары и продукты на 7 тысяч рублей. В ходе следствия было установлено, что женщина-грабитель ранее работала продавцом в этом павильоне. 33 учителя из 24 школ Якутска со стажем работы не больше 3 лет в эти дни участвуют в 4-м городском профессиональном конкурсе. Несмотря на молодость, 3 участников уже успели стать завучами по воспитательной работе. Ну а принимает конкурсантов в этом году школа номер 12 в Пригородном. С сегодняшнего дня для каждого из нас чудесные уроки начинаются! Из 32-й школы Дмитриева Софья Васильевна. Вы что преподаете? Я преподаю предмет биологии. На этом конкурсе, как думаете, самое сложное для вас что окажется? Это конкурс же, он специально сделан для того, чтобы поднять вот молодых учителей, да, поддержать. Поэтому я, в принципе, трудностей не вижу. Мне там, наоборот, поможет этот конкурс, мне поможет. Вячеслав Холмогоров, 26-я школа. Что преподаете? История обществознания. На этом конкурсе, как думаете, что самое сложное для вас окажется? Надеюсь, сложного будет это сложно совладать с волнением. И надеюсь, что у меня будет все в порядке. Это главный опыт. У вас предметников, конкурс, соперников много будет, нет, не знаете? Именно историков? Да. 1. Всего? Кто? Всего. Мой товарищ рядом сидит. Вы со школы вместе, что ли, с одной? Нет, мы однокурсники. А вместе учились? Да, вместе учились. Алексей Сергеевич, 14-я школа, тоже истории преподаю. У вас что за проект будет на самозащите? У меня проект основывается на самоуправлении детей, инновации в то есть у вас самоуправлении. воспитательная работа, да? Не воспитательная, все вместе.
Ясно. Вы как в этом случае вы будете воспринимать друг друга как соперники, враги? Я не знаю, как вы друг к другу относитесь-то, кстати? Нет, Нет. только дружеские. Ну ладно, удачи. Клинкова Татьяна Анатольевна, 13-я школа, Вы что преподаете? учитель математики. В этом конкурсе, как вы думаете, вас самое сложное что ожидает? Скорее всего, круглый стол, потому что неизвестны темы для обсуждения, а остальное ко всему просто подготавливались заранее. Вообще в конкурсах вам когда-то приходилось участвовать, нет? Конечно, приходилось. И насколько удачно они были ваши? Были и удачные. А от этого вы ждете только победы? Да, надеюсь. Соперников у вас много будет, нет? Предметников? Нет, 2 человека всего. Нас Только? двое. Нас только 2. А, то есть у вас одна соперница будет. У Вы меня ее одна знаете уже, да? соперница. Нет еще. Хотелось бы посмотреть. И еще такой вопрос, что касается самозащиты вот проектов. Что вы намерены предложить? Во-первых, использовать презентацию, а во-вторых, макет самого комплекса учебно-методического, разработанного. Ну и защиты, разумеется, словесные. Ясно. Удачи вам. Спасибо. Самое главное, чтобы не замыливались ваши глаза, чтобы вы не превращались в тетенек, дяденек, чтобы вы были интересными для ребят и для мужчин и женщин. Удачи вам! Мы рады вас приветствовать в нашей школе, в самой лучшей школе. Хочется вам или не хочется, но 4 ближайших дня вам придется с этим согласиться. Наши маленькие скромные подарки для всех участников. Ой, какие у нас сейчас скромные дети. Во время учебы такие были. Еще раз вам удачи и успехов. По итогам прошлого городского конкурса, победителем городского конкурса стал учитель информатики средней школы номер 31, математики Игорь Анатольевич Сергеенко. И в прошлом году в рамках реализации национальных проектов у нас по городу был объявлен грант лучшему молодому педагогу. И вот когда вручали эти гранты были у нас разные. Это и за верность и преданность профессии, учитель столицы, руководитель-лидер, учитель-исследователь. И вот вместе с этими учителями, мудрыми, опытными учителями, которые уже сами являются наставниками, один из грантов был грант лучшему молодому учителю. В этом году реализация национальных проектов продолжается. И в этом году победитель нашего городского конкурса молодых педагогов также станет обладателем гранта главы городского округа в размере 50 000 рублей. А для начала все конкурсанты автоматом, что называется, получили свою первую аттестацию. Кому повезет больше на конкурсе, станет ясно только в субботу, после того, как жюри подведет итоги всех этапов. На сегодня все. А завтра смотрите в Эксе отчет об объезде, исполняющем обязанности главы столичной администрации Игорем Тресковым, Мархи. Ну что это, у вас здесь школа, вот эта вот свалка. Какому эстетическому образованию можно здесь научить? Вот там мы что-то рассказываем, а здесь они выходят и учатся всем другому. То, что грязь, я это все понимаю. Я вижу, сам в городе бьюсь с этой грязью. Это наше общее наследство, то, что мы имеем, то мы имеем. Сейчас мы с вами за 5 минут все равно ничего не исправим. Но элементарные вещи надо заставлять делать. Ну что же, встретимся завтра. Всего доброго.